Добрый вечер, дорогие телезрители, с вами снова программа News on Air, и я Мария Кардашевская. Первым делом спешу поздравить вас и нас с долгожданным открытием проспекта Ленина. Пусть еще не полным, но все же. И давайте начнем. Сегодня памятная дата. 129 лет со дня рождения основоположника якутской литературы Платона Алексеевича Аюнского. Он был уникальной разносторонней личностью, не только выдающимся поэтом, прозаиком, драматургом, лингвистом, но и политическим деятелем. За свои короткие 45 лет он сделал для народа Саха поистине много. И это несмотря на то, что из-за крайней бедности родителей учиться в школе он начал только в 14 лет. Тем временем работники культуры отметили Всемирный день молодежи. Для них в течение недели были организованы всякие интересные мероприятия. Квесты, квиз, встречи, семинары, открылась даже выставка. И в завершении недели для них провели экскурсию в цирке. В предыдущие годы сотрудники бывали в театре, в библиотеке, ну а в этот раз их познакомили с закулисьем цирка. Они побывали в залах, где тренируются артисты, увидели воочию репетицию, познакомились с молодыми акробатами. Мы каждый год планируем обмен опытом, обмен мнениями с учреждением. Молодые работники, они обмениваются своими впечатлениями, своей работой со своими коллегами культуры, да, работников культуры. Но в этом году у нас получилось, что мы решили встретиться с работниками государственного цирка. Вот это вот мероприятие очень такое азартное, оно сближает, знакомит друг с другом молодых. И мы всегда стараемся вот это вот на командообразование мероприятие проводить на каждом, стараемся, да, мероприятии. В Анабарском районе начали принимать пластик. Населению будут платить за любую пластиковую тару, будь то бутылка от воды или флакон от шампуня. А затем полученную тару планируют переработать и использовать в производстве, например, тротуарной плитки. Пока начало положено только в Юрюнг-Хаинском наследии, но в дальнейшем нововведение планируют подхватить и в центре района. На мой взгляд, это очень полезное нововведение. И было бы здорово, если бы в каждом населенном пункте республики были такие приемные пункты, правда? Ну а мы идем дальше. Ножи вилюйских кузнецов высоко оценили в Москве. Мастера Егор Федоров и Семен Томский приняли участие в международном конкурсе в выставке, и оба стали обладателями наград. «Клинок. Традиции и современность» – это выставка, которая ежегодно проходит с 2000 года. Егор Федоров со своим клинком стал победителем в номинации «Национальный нож», а Семен Томский в этой же номинации занял 3-е место. Пользователи социальных сетей поделились очень забавными фотографиями. Что было бы, если бы детские рисунки ожили? И очередной лайфхак от якутских умельцев. На сей раз мужчины ловко приспособили шуруповерт для изготовления скрученной веревки. Tetap dapat menek. Coba ketadak bos bos. Hari itu buat pasti tengah. Betul na bahula bisnis. Gua bilang boleh je. Готово. А в историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка, посвященная 85-летнему юбилею первого президента республики Михаила Николаева. Она так и называется «Наш первый президент».
В одном зале собраны архивные документы, фото и видеоматериалы, а также экспонаты, которые раскрывают обширнейшую деятельность Михаила Ефимовича на посту президента. Выставку можно посетить до 20 ноября. Пользователи соцсетей поделились видео, на котором запечатлен побег коров. Автор рассказала, что коровы убежали от своих хозяев из-за того, что он не убирался своевременно в хатоне. Причем убежали они не в никуда, а на кооперативную ферму, на которой раньше зимовали, и на которую, собственно, хозяин и так собирался их отвезти попозже. Но коровы не дождались и убежали раньше. А еще пользователи соцсетей из Нерюнгри поделились очень красивым фото. Вот такой вид, оказывается, открывается с окраины города. Фантастика! И напоследок мой коллега Максим Кардозу расскажет о юбилейных мероприятиях Российского этнографического музея и об особых отношениях этого легендарного музея с нашей республикой. В Российском этнографическом музее тысячи экспонатов из Якутии. Это одежда, украшения, бытовая утварь. Одних чуронов в запасниках 180 штук. Причем удивительно, что наша республика для музея особенный регион. 120 лет назад, когда описывалась и формировалась его коллекция, первым номером в ней были зарегистрированы именно экспонаты из Якутии. В этот раз наша республика подарила уникальный зимний набор из пальто, шапки и рукавиц. 120 лет назад музей был основан, мы были уже в первых экспонатах этого музея. А сейчас 3700 экспонатов Якутии находятся в музее, Российском этнографическом музее. Мы добавили костюм Анны Звери, который отражает сегодняшнюю эпоху. И ту фотографию, когда якутская делегация дарила это цесаревичу тогда Николаю II в 1896 году, специально показал всей делегации, которые говорят о том, что через 100 лет мы будем смотреть уже нашу фотографию с этим костюмом, который продолжает ту дорогу вложений нашей республики в развитие Российского этнографического музея. В музее оценили такой щедрый подарок, причем имя народного мастера из Якутии Анны Зверевой здесь хорошо знают. И местные эксперты уверены, что новый экспонат самого высокого качества и достоинства. Если говорить о продолжении традиции, то мне хочется сказать и немножко о мастерице, потому что в коллекции нашего музея есть предметы, изготовленные также Анной Николаевной, и сейчас мы пополняем эту коллекцию, и такой отличный образец традиционного костюма, зимняя шуба, шапка, варежки, которые преподносятся в музей, станут достойным пополнением наших коллекций 120-летию. Якутский костюм может стать настоящим украшением новой экспозиции, которую готовят в Российском этнографическом музее. Она будет посвящена народам Дальнего Востока и Сибири. Главная ее задача – показать, как разные народы сохраняют сегодня свои традиции. Максим Кардозу, Джур Березкин, Санкт-Петербург. И на этом у нас пока все. Желаю вам отличных выходных и удачной Черной пятницы. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.